Салимец Нерме Балалар. Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Семья и подросток». Уроки номер 4-5. Тема сегодняшнего урока – деловые документы. Сегодня на уроке вы познакомитесь с различными документами официально-делового стиля. Научитесь писать автобиографию, составлять резюме и характеристику. Прочитайте ключевые слова и предположите, какую информацию вы получите из текстов урока. Автобиография, резюме, характеристика, письмо, документ. Я думаю, что мы научимся писать автобиографию, составлять характеристику. Официально-деловой стиль обслуживает область юридических, административных, дипломатических отношений. Его основное назначение – это информация, сообщение. Он употребляется при написании различных документов, инструкций, уставов. Слова в нем используются в прямом значении, чтобы предупредить их неправильное толкование. Упражнение номер 1. Прочитайте, передайте содержание текста одним предложением. Слово «автобиография» греческого происхождения состоит из 3 частей – «аутос», «биос», «грапо». В современном русском литературном языке употребляется в значении «описание своей жизни». Различают две разновидности автобиографии – автобиография – официальный документ и автобиография – литературное произведение. В автобиографии, официальном документе, человек описывает свою жизнь и деятельность. Она составляется и подается обычно при поступлении в учебное заведение или на работу. Пишется в произвольной форме от первого лица. Все сведения указываются в хронологической последовательности. А теперь передаем содержание текста одним предложением. Одна из разновидностей автобиографии – литературное произведение, другая – официальный документ, в котором описывается жизнь и деятельность человека в хронологической последовательности. Упражнение номер 2. Сравните два текста. Какой из них относится к официально-деловому стилю, а какой к художественному? Из произведений какого казахского писателя дан отрывок? Чем определяется последовательное расположение материала в автобиографии? Как вы думаете, с помощью каких средств достигается точность и официальность изложения? Текст А. Год моего рождения установлен с точностью, можно сказать, астрономической. Причем, как это не покажется странным, почти по теории относительности. Слепой на правый глаз конь был растерзан волками осенью, а позднее в день весеннего равноденствия, разделяющий год коровы и год барса. На свет появился я. Зима еще не уходила, весна не наступала, был Наурыз. Невыясненным осталось только одно обстоятельство. Мальчик родился до восхода солнца или после. Если к году коровы отнести рождение, то выходило ему владеть несметными стадами и пройти свой путь в добре и в довольстве. Если же барс принял его под свое покровительство, тоже хорошо. Кто рискнет напасть на него первым? Текст Б. Я, Бежанов Ади Алибекович, родился 23 сентября 2005 года в поселке Джусалы Кызылординской области. Состав семьи. Отец Бежанов Алибек Досымович, частный предприниматель, 1968 года рождения. Мать Бежанова Айзахан Жумашевна, учитель начальных классов, 1970 года рождения. Сестра Бежанова Амина Алибековна,
ученица 10 класса школы номер 159 2002 года рождения. С 2012 года и по настоящее время учусь в школе номер 159 в 8 классе в городе Алматы. Увлекаюсь спортом, посещаю школьную секцию по футболу, принимаю участие в школьных и районных олимпиадах. 17 сентября 2018 года. Бежанов А. Текст А. Художественный стиль. Текст Б. Официально-деловой стиль. Отрывок взят из произведения «Год моего рождения» Расула Гамзатова. Последовательность жизни определяет последовательное изложение материала. Точность и официальность изложения достигается за счет отсутствия средств выразительности и строгой последовательности. Упражнение номер 3. Ознакомьтесь с общей структурой автобиографии. Опираясь на нее, составьте свою автобиографию. Первое. Наименование документа. Автобиография. Второе. Фамилия, имя, отчество автора. Третье. Дата, место рождения. Четвертое. Сведения об образовании. Наименование учебного заведения, период учебы. Пятое. Краткие сведения о составе семьи, родителях и ближайших родственниках. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы или учебы, адрес проживания. Шестое. Дата написания автобиографии. Седьмое. Подпись автора. Резюме – это вид деловой бумаги, в которой кратко излагаются сведения, необходимые для приема на работу. Упражнение номер 4. Ознакомьтесь с образцом резюме. Скажите, можно ли назвать резюме визитной карточкой человека? Обоснуйте свой ответ. Прокомментируйте 2 последних пункта резюме. Как бы вы их заполнили? Фамилия, имя, отчество, адрес, имейл, дата рождения. Цель – получить стабильную интересную работу. Образование – экономический колледж. Профессиональный опыт – есть опыт работы промоутером в компании «Сервис Дом». Дополнительная информация – навыки владения компьютером на уровне пользователя ПК, навыки перевода текстов с казахского языка на русский, языки – казахский, русский, английский со словарем, интересы и увлечения – музыка, туризм, личные качества – тактичность, коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, умение работать в команде. Резюме можно назвать визитной карточкой человека, потому что, ознакомившись с ним, работодатель видит не только фамилию желающего устроиться на работу, место проживания, сведения об образовании и другие, но и его интересы, личные качества, сведения об опыте работы, знания языков. В последних пунктах резюме указываются личные качества, увлечения, интересы. Я бы указала свои такие личные качества, как настойчивость, честность, ответственность, порядочность, трудолюбивость. Упражнение номер 5. Ознакомьтесь со структурой письменной характеристики. Составьте характеристику своего друга, подруги. Первое. Название документа. Второе. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения человека. Третье. Сведения об учебе, службе, работе. Четвертое. Интересы, увлечения, способности. Пятое. Оценка деловых и личных качеств человека. Шестое. Взаимоотношения в коллективе с друзьями. Седьмое. Выполнение общественно полезной работы. Восьмое. Цель составления характеристики. Девятое.
подпись руководителя организации, учреждения, где учится или работает человек, которому дается характеристика, заверенная печатью. 10. Дата. Упражнение номер 6. Сравните составленную вами характеристику друга с данным образцом. Характеристика ученика 8 класса средней школы номер 12 Ахметова Димаша Алиевича. Ахметов Димаш Алиевич, 2002 года рождения, поступил на обучение в 2008 году. На данный момент оканчивает 8 класс. За время обучения Димаш проявил себя как трудолюбивый и инициативный ученик. Успеваемость на высоком уровне, отдает предпочтение дисциплинам гуманитарного направления. Каждый год принимает участие в олимпиадах городского уровня по английскому языку. Родители уделяют много внимания воспитанию сына. Димаш доброжелателен в общении с окружающими, по характеру спокойный, уравновешенный, неконфликтный. К педагогам относится с уважением, пользуется авторитетом в коллективе. К общественно полезной работе ученик относится добросовестно. Характеристика дана по месту требования. Дата. Подписи ответственных лиц. Характеристика, данная в книге, написана в более свободной форме. Каждый пункт не пронумерован. Даются некоторые дополнительные сведения. Например, родители уделяют много внимания воспитанию сына. Речевой тренинг. Обсудите данные вопросы, разделив их на тонкие и толстые. Первый вопрос. Что такое автобиография? Для чего она предназначена? Второй вопрос. Какой документ содержит оценку деловых и личных качеств человека? Третий вопрос. Почему выражение «написал свою автобиографию» недопустимо? Четвертый вопрос. Какова цель написания резюме? Пятый вопрос. Почему автобиография не является документом? Шестой вопрос. Какие структурные элементы обязательны в официальной автобиографии? Лингвистический турнир. Первое. Стиль документов. Официально-деловой. Второе. Документ, описывающий жизненный путь человека. Автобиография. Третье. Документ, который составляется при поиске работы. Резюме. Четвертое. Документ, в котором дается оценка деловых и личных качеств человека. Характеристика. Пятое. Происхождение слова автобиография. Греческого происхождения, состоит из 3 частей. Шестое. Отличие автобиографии от биографии. Автобиографию пишет сам автор. Учимся самостоятельно. Составьте кластер на тему «Официально-деловой стиль». Автобиография, расписка, заявление, справка, объяснительная, докладная, характеристика, резюме. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.